Я хайп хотел. О Аллах, дай мне нервы. У меня их нету. Мне первый человек, кто написал, это был таджик. И сказал: Залимхан, ради Аллаха, помоги этому таджику. Аллаху акбар, валиляхи алхамд, что вы от меня хотите? Ваш земляк мне в моей подписке написал: Залимхан, ради Аллаха, помоги этому таджику. Я встал, поехал помогать. Мой брат с Ингушетии, адвокат. Когда я вам теперь буду к вам обращаться. Ваш таджикский адвокат 200 тысяч попросил. Мой брат с Ингушетии, Марк, бесплатно бегает по сегодняшний день. Тебе нравится это, ой, друг мой, с Таджикистана? А? Тебе нравится такой ответ? Когда твоего таджика, земляка, выкинули с окна, почему-то мне сказали: ради Аллаха помоги. А? Ты или на русском обращение делал? Ты написал обращение к Залимхану. Я не пойму, что ты говоришь. Эти люди с ума сходят. Эти люди, я уверен, что с вами не так? Вот ты сейчас берешь на камеру, обращаешься ко мне. За что? Ты кто такой, я тебе вопрос задаю. Ты где? Почему ты не обращаешься ко мне прямо? Почему ты ко мне обращаешься? Ты где? Товарищ Филипп Плейн, у тебя кепка хорошая. Ты где? У меня, кстати, кроссовки есть, Филипп Плейн хорошие. Без скидки купил, дорого, правда. Ты где? Чуть-чуть не обращайте внимания. Ассаламу алейкум, Залимхан. Ва алейкум вассалам. Машаллах, ты якобы хочешь помогать. Это что такое было? Кавычки, да? Я правильно понял? Ты якобы хочешь помогать, говорит. Это типа ты... Людям, которые нуждаются. Да. Из этого ты делаешь фитну, брат. Аллаху акбар, валиляхи алхамд. Я Аллах, какие вы... Ты бороду носишь, ты мне говоришь ассаламу алейкум, и ты мне еще один говорит, я фитну делаю. Вы что за народ, я не могу понять. Алло, ты откуда? Ты себя называешь таджиком? Это и есть таджики? А? Ты говоришь, что там, альхамдулиллах, братья мусульмане, таджики, туда-сюда. Ага. Почему ты своих не помогаешь? Кому? Что, в Чечне мало, что ли? Кому своих не помогаешь? Вы хайди, от асу, остоперла, ничего плохого. Подожди. Почему своим не помогаешь? Подожди-ка. Залимхан канал. Вот эта девочка, интересно, кто по нации, а? Вот эта девочка, кто по нации? А? Филипп Плейн, вот эта девочка, кто по нации? Вот эта девочка, вот эти люди, кто по нации? А? Эти люди, кто по нации? Иди сюда. Люди, которые нуждаются в помощи. Люди, которые обращаются к тебе, вот ты явно знаешь, что сейчас несколько блогеров создали группу помощи мигрантам. Ты явно знаешь, что в день они минимум 100 семья помогают. Это минимум. Когда люди... Эти блогеры помогают как? Объясни мне, со своего кармана? А? Тебе звонят, ты им задаешь провокационные вопросы, да, вот сколько блогеров ты написал, ну то есть люди из Таджикистана, которые обращаются... Потому что они мне говорят, Залимхан, мы все блогеры своим обращались, мы обращаемся к тебе. Почему я это делаю? Ответьте тебе на вопрос, а? Чтобы вот такой, как ты, блогер, который сидит сейчас, я так понял, ты не дома, навряд ли это Таджикистан или Россия, чтобы вот такой, как ты, поднялся и начал помогать. Сейчас, подожди, я тебя очень внимательно послушаю. Сколько блогеров ты звонил?
результат какой был? Вот он на связи. Аймран, ты же на связи, да, брат? Да, брат. Вот Аймран на связи. Аймран обращался, сколько ты... Аймран, сейчас мы онлайн, да, это покажем в эфире. Ты скажи, брат, сколько людей ты обращался, да, которые называют себя блогеры, да? Именно. Почему я говорю, сколько ты обращался к людям, которые называют себя блогеры? Потому что он мне говорит, Залимхан, я 20 человек обращался, блогеры. Это 20 человек мне не помог. Я поэтому этим людям обращаюсь. Эй, вы понимаете, этот человек вам стучался в дверь, вы ему дверь не открыли. Он пришел ко мне. Почему я должен об этом молчать? Вы что, не понимаете? А? Что непонятного? Всем почти писал, брат. Я всем почти писал. У меня есть переписки, я почти всем писал, брат. Ты 7 писал. Результат какой, брат? Скажи мне, пожалуйста. Результат никакой, брат. А даже не прочитай смс, брат. Если ты действительно хочешь помочь людям, Да. зачем тебе это, что сколько блогеров он звонил? Как зачем? Какие ответы были со стороны... Это надо умолчать, да? Если я хочу помогать, значит, я должен не говорить об этом. Я должен тех людей, которые ему дверь не открыли, про них молчать должен, да? Ты правильно, я тебя понял? Блогеров. Зачем тебе это, если ты действительно хочешь помочь? Это во-первых. Во-вторых, когда я увидел твой прямой эфир с Музафаром Бородатый Джи. Ага. Ты ему говорил... Ты, Музафар Бородат Таджик, заходил на страницу? А? Ты, Бородат Таджик, заходил на страницу у него Инстаграм? Валлахи, я когда увидел у него статус, я думаю, ты это тот человек, который со мной разговаривал? Валлахи, я от стыда оттуда вышел. Вы заходили этот Борода Инстаграм? Вы видели, что у него написано на этом? Вы видели, что у Борода написано в статусе, если он сейчас не уберет, конечно? А? Мне стыдно об этом сказать. Говорит, что якобы он делает фитну. Какой фитну он делает? Он мне сказал, что я делаю фитну, а не он делает. Я уже запутался. Ты смотри сначала вот свои прямые эфиры, смотри, какие вопросы ты задаешь. Сколько блогеров ты написал, какие ответы были. Что тебе не нравится? Тебе не помогают. А что тебе не нравится? Я клянусь Аллахом, валлахи, 100% уверен, что ты 100%. Ты видел, в дальнейшем увидишь, что несколько блогеров, которые собрались, в день минимум 100 семья помогают. Хорошо, хорошо. Я что говорю, не помогайте? Причем тут те блогеры, хорошие ребята, дай Аллах им здоровья. Причем тут они? Я разве говорю о тех, которые помогают? Я говорю о тех блогерах, о которых говорят твои земляки. Алло. Твои земляки мне жалуются на них. Тебе что непонятного? У тебя просто идет односторонняя связь сюда. Человек тебе звонит, да, это ничего страшного, да, он не дозвонился до нас, да, мы, может, не увидели его смс. Да, конечно. Он звонит тебе. А я почему увидел? Ты думаешь, мне меньше пишут, чем вам, что ли? А? Я могу с тобой поспорить, кто больше пишет. Твою посмотреть личку и мою. Хочешь, проверим? И посмотрим, кто где что не успевает. Я сам лично смотрю сообщения. Понял? Тебя. И ты можешь вместо того, что сколько блогеров написал, задать вопрос, ты можешь просто, да, брат, алхамдулилlah, да, мы помогаем тебе. Наши братья таджики, блогеры, они заняты, да, вот увидишь, сколько... Вот так я должен говорить, извини, наши братья таджики, блогеры заняты, а я свободен. Ну да. Ты смотри, какой ты умный, а? Я должен сказать, алхамдулилlah, да, я тебе помогу. Там же таджики, блогеры заняты, а я сижу в кресле, делать нечего. Залимхан, конечно. Ты что, я сидел, ждал, когда ты мне напишешь. Хорошо, что ты мне написал. Ты представляешь, а? Какой я, оказывается, простой человек. Я простой, альхамдулилlah, я мискин, я раб Аллаха. Но оказывается, я сижу и жду, когда же мне напишут. И я должен тем, кто написал, сказать, эй, они заняты, эти блогеры таджики, а? А я сижу, делать нечего. Давай тебе помогу, а? Какие проблемы? Конечно. Сколько народов они помогают. Они всего лишь
15-20 человек, а вы там 600-500 тысяч. Ничего страшного, они не помогли, мы помогаем. Можно же так общаться с людьми. Вот так Я надо. тебе явно говорю, что Явно ты говоришь. делаешь от себя пиар, и из этого делаешь фитну между таджикским блогером и таджикским зрителем. Да? Так, стоп. Эх, как жаль, что ты не в Москве. Этот разговор в интернете не решается. Я, оказывается... Ты каким местом думаешь, а? Тебе вообще, тебе не стыдно? Ты сейчас сел, нашел себе силы, мужество обратиться ко мне. Ты где? Вот такой разговор разве решается в интернете, а? Ты почему, не сказал? Зелимхан, какие вопросы есть? Сейчас карантин закончится, я прилечу, мы поговорим. Вот так надо говорить. Ты сейчас сидишь в одностороннем порядке, сидишь со мной разговариваешь. Ты где? Где я? И ты мне говоришь, что я делаю фитну, то, что я открыл многим простым людям, помощь открыл. Ты говоришь, что я делаю фитну? Эти ваши же люди, ваши же земляки жалуются на твоих земляков, на твоих суперблогеров. И я что, у них хлеб забрал? Ты знаешь, что моя семья из интернета тратит на помощь, в том числе и я. Дружок, ты что, нам денег девать некуда? Или мне дома не сидится, мне скучно? Давай я тебе дам задание. Сегодня пришел твой земляк, наш брат-мусульманин. Его кинули на машину. Иди забери, забери, помоги. Покажи, какой ты, не знаю, как тебя назвать, герой ты. Попиарься чуть-чуть. Если у нас все хорошо там будет, мы тоже ролик запишем. А запрещено, да, показывать на видео, что я делаю. Это, оказывается, порицаемо? Оказывается, нельзя показывать на видео добрые дела. Оказывается, левая рука не должен знать, что делает правая рука. Ты хотя бы понимаешь, вы хотя бы интересуетесь религией? Я призываю к добру. Я призываю, чтобы помогали. Я не говорю же, не помогайте. Почему вы сейчас начинаете против меня ролик? Вы этими роликами ничего не докажете. Вы этими роликами мне плохо не сделаете. Но вы начинаете говорить, что я делаю фитну, вы на себя грех берете. Валлахи, вы на себя грех берете. Клянусь Аллахом. Поэтому умник в кепке, ты очень умный парень, я смотрю, ты очень умный парень. Создайте группу, и я в эту группу буду вам минимум по 30 сообщений о помощи присылать. Я тебе гарантирую, что я вам дам работу. Я понимаю, у вас ее много. Мне помогите, заберите весь ваш земляк к себе. Я же ничего не говорю. Давай, я тебе отдам всех. Иди помогай. И никто не будет жаловаться. И никто не будет говорить: Зелимхан молодец, ты лев Аллаха. Зелимхан красавчик. Никто не будет говорить. Забери тебе это. Я тебе отдаю. Пускай тебе говорят: красавчик, лев, дракон, монстр, Кинг-Конг. Я эти все статусы тебе отдаю. Ко мне не лезьте. Вы в реальности в жир едете конкретно. Ты возьмешь и вот так в жир уйдешь при встрече. Ты ни один свое слово по-нормальному повторить не сможешь даже. Знаешь почему? Потому что ты не прав. Ты не прав, я тебя знать не знаю. Ты ко мне ли? Я твое имя назвал, что ли, а? Когда я знал имена, которые работают 50 на 50, ваши блогеры, я их имена даже не назвал, а? Я даже имена вот этих людей, которые я знал, каналы, знал имена, я их имена даже не назвал. Это я фитну делаю. Я делаю, чтобы вам стыдно стало. И те, кто предлагает 50 на 50, я им предупреждение делал через свой YouTube ролик, что мы знаем о вас. Не помогайте 50 на 50. Вы тоже можете в дуб въехать. Я им говорю, звоночек делаю. Не шутите. Информация идет к мне, как в Пентагоне, как ЦРУ. У меня много информации. Да, на YouTube. Ты делаешь фильм больше. Ты никакого хайра, никакого это не делаешь. Вы дал низ нот إخواتي وحوزين دل وقوندي وما خارج تجوا
Аллаху Акбар, ты говоришь, я хайра не делаю. Вавизин дел вохкун дел. Сайдел Курану, кармацу. Вот когда я тебя... Ты помогал всего лишь одного человека, это не ты помогал, это человек, который рядом тебе сидел, он тоже наш земляк, наш таджик, он помогал. Ты всего лишь делаешь фитну и все. 5000, альхамдулилlah, баракаллах фикум, альхамдулилlah. 5000 партуфту, иншаллах ва амри худо, ё пага, иншаллах ки ярдамат менем. Ана. Все. Вот Смотрите, не обижайтесь. Ради Аллаха не обижайтесь. Ради Аллаха не обижайтесь. Я Акбара дело доведу, иншаллах. И вот этот таджик парень, которому я сказал машину помочь, я эти два дела доделаю. Ради Аллаха не обижайтесь на меня. Ради Аллаха. Больше, кто родом из Таджикистана, ко мне не приходите. Я вам сразу сказал, не обижайтесь на меня. Валлахи, я ради Аллаха прошу, не обижайтесь на меня. Я эти два дела доведу до конца. Все. Достаточно. Я весь хайр, весь хайп, весь этот, вот это все, что можно делать, я отдал этим людям. Не обижайтесь, братья, ради Аллаха. Я уже не могу, когда про мое имя говорят, ты фитна делаешь, тебе хайра нету. Оставьте меня. Я буду помогать другим людям. Очень много людей есть, кто меня помощь просит. Украина, помогли. Сейчас в Костроме помогаем. Я все. Не пишите мне. Ради Аллаха, именем Аллаха, этот священный месяц, я прошу вас, не беспокойте меня. Не обижайтесь, если я отвечать не буду. Ни один мой брат, которому вы будете просить, не пишите, бесполезно. Я вам говорю, не надо. Вот выполнен. Имран. Про тебя все, Залимхан. Ты помогаешь, хочешь помогать, нормально, веди себя нормально. Не надо задавать там провокационные вопросы. Хорошо. Если хочешь действительно помочь, если не хочешь, если твоя задача сделать фитну между блогерами и зрителем, то ты долго не уйдешь. Долго не иду. Ты угрожаешь мне, да? Ты долго не идешь, ты мне говоришь, да? Ты мне сейчас угрожаешь, получается, да? Ты далеко не идешь, говоришь? Я долго не протяну, да, ты хочешь сказать? Какой ты герой. Хорошо. Ты говоришь, помогай своим землякам, ты сказал, да, вначале? Хорошо. Что, в Чечне мало, что ли, люди, которые нуждаются в помощи? Теперь слушай сюда, герой из Душанбе. Ты говоришь мне, Чечня? Найди мне сегодня, ты знаешь, сколько сегодня в Чеченской Республике твоих земляков живет в Таджикистане, а? Я тебе задаю вопрос, ты знаешь, сколько в Чеченской Республике живет таджиков на сегодняшний день? Очень много. И мне пишут, хоть один таджик из Чечни просит помощь у тебя? Не попросит. Там глава, там хозяин. Не то, что вас бросил, а там хозяин. И всем помогает. В Чечне, альхамдулилlah, дай Аллах, чтобы у вас было как в Чечне. У нас в Чечне не запрещает борода носить. Вот так не говорят, как вам. В Чечне хиджаб не запрещает носить, понял? В Чечне ислам. Мы Россия, в Чечне ислам. Альхамдулилlah. И ни один таджик из Чечни, и ни один чеченец из Чечни помощь, вот как ты говоришь, кушать нету, не просит, потому что там помогают. Понял? Вот так вот. И ты себе наведи порядок, ты у себя дома. Те таджики, которые в России, они у нас. Это наша земля. Мы россияне. Как бы это странно ни звучало, но мы сегодня россияне. И я помогал твоим землякам, будучи моим братьям, из-за того, что они находятся у нас, в России. И у них плохие дела. И я им помогал. Но ты сказал, Залимхан, ты делаешь фитна между блогерами и нашим народом, ты далеко не пойдешь. Хорошо. Если ты мужчина, ты приедешь сюда и ответишь за свои слова. Если ты не приедешь сюда, за свои слова не ответишь, я тебя мужчина не считаю. Но благодаря твоему языку, большая семья Залимхана помощь твоим землякам прекращает. Можете отписаться от меня, можете задизлайкать меня, но ты сделал свою задачу. Я тебе говорю, спасибо тебе огромное
за то, что ты меня заставил отказаться от помощи другим людям. Вот ты герой таджикского народа, ты лев, ты шер, ты шерхан, ты все свои звания забирай себе, понял? Вот и все. Удачи тебе.